процесс автоматизации происходит уже сейчас. И это уже данные. И это не только касается, там, допустим, глобально там, более развитых стран, но и Кыргызстана. Если брать пример развитых стран, то такие крупные компании, как, например, Adidas, они переносят свое производство из стран Юго-Восточной Азии с низкой стоимостью рабочего труда обратно в Европу или в США, но вместо создания новых рабочих мест они весь производственный процесс автоматизируют, заменяя людей роботами. И, соответственно, средняя стоимость немецкого инженера обходится 40 евро в час, в то время как работа индустриального робота обходится сейчас 8-10 евро в час. При этом робот работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Компания Volkswagen номер один по итогам 2016 года по вложениям в научно-исследовательские работы, и основной упор был сделан именно на роботизацию процессов. То есть все эти автомобили будут собираться роботами, и производство будет оставаться теперь в развитых странах. Для развивающихся стран, чьи стратегии развития были построены на привлечении инвестиций, построении заводов и фабрик на дешевом рабочем труде, к которым и Кыргызская республика относится, эта стратегия уже не работает. В Кыргызской республике даже новые компании, которые создаются на сегодняшний день, к примеру, в свободной экономической зоне есть завод по производству фотопреобразователей, у них буквально там 10 специалистов, работает людей, весь производственный процесс автоматизирован. И в дальнейшем конкурентоспособность компании в глобальном масштабе и в региональном масштабе зависит от того, насколько они будут продуктивны, а продуктивность зависит от того, насколько быстро они будут внедрять роботов. Определенный слой мигрантов будут подвержены. И это в основном будет касаться тех, которые заняты рутинными работами. К примеру, строители, те люди, укладчики кирпича, которые делают однообразную работу. Такого рода профессии могут быть вытеснены автоматизацией. И это естественный процесс. На них это может негативно повлиять. Но те люди, которые заняты в сервисном отрасли, в сфере обслуживания, их это коснется в меньшей степени. Я полагаю, что это не пошатнет радикально структуру денежных переводов, притоков в Кыргызской республике, но может повлиять на определенную группу людей, занятых в профессиях, рутинных профессиях, будем говорить так. И с этой точки зрения необходимо адаптироваться к новым условиям и искать новые направления, по которым надо двигаться. К примеру, туризм. Это процесс не 5 или 10 лет, а скорее 2-3 лет. Когда некоторые процессы, которые делаются вручную, например, идете в банк и подписываете кучу документов, подписи ставите, договора заключаете. Все эти вещи автоматизированы будут в ближайший год-полтора, и это в первую очередь может оставить кредитных специалистов и многих людей, которые занимаются рутинного типа работой, уже без работы в ближайшее время. Но, вы знаете, такой гипотеза и предположение было даже с появлением паровой машины, и скажем так, в 1920-х годах тоже был такой прогноз, когда электричество многие вещи меняло в обществе. Однако в целом общество адаптировалось тем, что на замену тем профессиям, которые исчезли, появились новые профессии, которые требуют новые навыки и знания и обеспечивают новый уровень дохода. Вот на сегодняшний день нет такой профессии, как машинист-оператор. Никто уже не сидит на отдельной машинке, не печатает, да? Но на место, этих машинист-операторов появились гораздо много новых профессий, как специалист по социальным медиа. Это парадокс, которого элементарно 6 лет назад не было.
и никто там ни в университетах и нигде не готовил их. В первую очередь необходимо определить, что необходимо наверняка не какие-то профессии изучать, а общие навыки иметь. Мы сейчас живем в информационном веке, когда в среднем один человек общается, взаимодействует, коммуницирует с окружающей средой в десятки раз больше, чем наши предки, которые там жили век назад. И в этом потоке, информационном потоке, очень важно уметь вычленять главную информацию от вспомогательной и уметь сфокусироваться на ключевых моментах, нежели размывать свое внимание на множество разных элементов. Вы не должны отвлекаться все время там, на сотовый телефон, какие-то сообщения мессенджеров там, или социальные сети, или на звонки, а больше должны учиться фокусировать свое внимание на каком-то основном продукте, что будет являться вашим одним из конкурентных преимуществ в целом. Второе — это критическое мышление, умение вычленять, скажем так, что правдивая информация, что лживая, чтобы уметь обрабатывать эту информацию, это как бы область аналитики. И третье — это творческие навыки. Творческие навыки, знаете, есть какой-то комплекс направлений, как это можно развивать, и, в принципе, люди должны быть более творческие. Ну, в принципе, я думаю, в генах кыргызов это заложено. У нас много виртуозов, акынов. Есть даже такой термин «цифровой акын», который говорит о том, что человек, который в виртуальном пространстве умеет импровизировать и свободно вести диалог в социальных сетях по какой-то теме. Вот согласно наше старшее поколение привыкло к тому, что со школьных лет их готовят к какой-то одной профессии, которым они будут заниматься до выхода на пенсию. А сейчас время меняется таким образом, что профессии — это определенная группа навыков, они будут меняться с определенной частотой. И это означает, что за всю свою карьеру, скажем так, карьерный путь, один гражданин может поменять 3-4 профессии. То есть вчера он был журналистом, а сегодня он стал видеоблогером, а завтра он будет SMM-специалистом, человек, который разбирается в социальных сетях. И это вроде бы один и тот же человек, это работа, это применение одних и тех же навыков на различные области данных. И в этой связи важно, как говорится, уметь научиться какой-то новой профессии, знаниям, и в нужный момент, когда это угасает, уже разучиться и начать обучаться чему-то новому. К примеру, даже в таких высоких науках, как программирование, раньше, например, 15 лет назад обучались Objective-C или каким-то языкам программирования. Потом спустя 7-8 лет появились новые, более прочие языки. И спустя еще 5 лет появляется новый язык. И этим ребятам, которые вроде высокооплачиваемые ребята, чей доход самый высокий, даже в Кыргызстане считается самой высокооплачиваемой профессией, необходимо постоянно адаптироваться. Не только учиться чему-то новому, но и учиться забывать, что они знали ранее. Роботизация — это замечательный процесс, который нам, людям, высвобождает огромное количество времени, чтобы мы занимались чего действительно хотим. Мы обычно работаем, чтобы получить деньги, прокормить семью, обеспечить на старость и какие-то материальные блага получить, да. И этот процесс автоматизации, когда все уже за тебя уже сделано и вроде доступно, ставит перед человеком такой вопрос экзистенциальный, а ради чего, да, и в этом плане, как говорится, дает больше возможностей, времени человеку для самореализации. Конечно, при правильной политики не только государства, но и частной компании, с точки зрения рабочего времени, может быть не 5-дневка, а 4-дневка, и при этом при сохранении заработных плат, это будет хорошей возможностью для такого творческого будущего.